Да, у Евгения Ивановича на даче, и мы готовим в казане. Сегодня у нас новиночка. Мы готовим блюдо дым-лама. Это замечательнейшее блюдо. Его едят, готовят во всех азиатских странах. Особенно у нас в Якутии. Конечно, татары, конечно, киргизы, казахи. И все, короче, все, кому нравится это блюдо, все любят его готовить. Это самое любимое, можно сказать, блюдо восточных народов. Но мы готовить его будем по нашему рецепту, по особенному. Как всегда, мы у Евгения Ивановича на даче приготовили этот шикарный стол и весь набор необходимых ингредиентов. А готовить мы будем, конечно же, обязательно картошечка, перчики, такие перчики, красивых два братца-акробата, помидорчики, вот такие перчики, морковь, без нее ну никак, вот такие перцы еще есть, наполовину остренькие, и остренькие тоже здесь у нас встречаются, вот такие вот, лучок обязательно, солька, зира, ну и, конечно, кориандр. Самое главное, это баранина. Вот она, шикарная мякоть баранины. Пусть ее немного, но достаточно для этого блюда. И тот самый хлебушек, который мы с вами вчера приготовили. Какой он классный, он хрустящий, корочки такой, пахнет луком и помидорами. Начинаем мы наше блюдо с того, что здесь уже у нас растопили мы курдючный жир. Было его немножко, поэтому я разбавил его растительным маслом. Извините, но такая у нас в этот раз получилась оказия. Мало очень курдючного жира, очень мало. Так, поравняем чуть-чуть и начнем. Надо что-нибудь бросить, чтобы понять, когда закипит у нас жирок. Картофель у нас молодой, турецкий. Ну, к сожалению, у нас в Якутии с этим делом немножко не так хорошо обстоят дела, как в Киргизии. Лучок. Лучок, тут ничего такого мудреного нету. Как обычно, он режется просто вот на обыкновенные вот такие вот дольки. Я пока делаю заготовки, а потом мы уже приступим к основному, так сказать, процессу. Перчики нам нужно будет порезать вот такими кусочками. Ну, видите, вот это можно немножко, это все можно выкинуть. Прям по огород дядь Женя, он, я думаю, на нас не обидится, если у него там перцы вырастут. И вот такими ломтиками. Вот. Это будет вполне уже достаточно. Вообще, вот что такое дым-лама? Это такое блюдо интересное. В переводе с восточных языков это вообще называется томление. Все вот это, то, что мы сейчас готовим, все будет томиться. Оно будет долго, упорно томиться. И в итоге, ну, кое-что будет слегка обжаренным, а в основном это томленое блюдо. И готовится довольно долго, где-то 1,5 часа примерно, если позволит нам, конечно, мякоть баранины. Если все будет нормально, значит за 1,5 часа мы должны это блюдо приготовить. Никогда не понимал, как можно нарезать морковку соломкой. Ну, как-то вот так вот режешь, вроде нормально, да? Так она как-то соскальзывает. Тут увидел ноу-хау одно. Оказывается, это все банально просто делается вот так. Понимаете? Оказывается, все можно. Не знаю. Я как-то, мне никогда не получалось. А тут раз и, ну, увидел одно там, один ролик увидел. Кажется, все банально просто. Все гениальное просто. И прям тоненькая соломка такая получается. А я еще удивляюсь, всегда ем плов узбекский или ферганский. Ну, это одно и то же. И там прям соломочка такая. Ну, как они это делают? Блин, все можно, оказывается. И все просто. Нужно просто уметь.
Вот такие у нас уже заготовочки появились. Лучок, картошечка, морковочка, перец и 2 братца помидора. Блин, еще до этого перца я не добрался, но он пойдет туда целиком. Первое, что я хочу сделать, это забросить туда картофан. Не, я не собираюсь его здесь томить. Просто когда у меня маслица разогрелась, мне нужно слегка обжарить картошку. Она просто приобретет не такой, не просто белая будет, такая золотистая, чуть-чуть, слегка. Само собой, баранинка у нас вот такими кусочками, я думаю, вполне будет себе нормально. Это баранья какая-то вырезка попалась мне. Вот такими кусочками, одинаковыми, я думаю, будет вполне всем одинаково вкусно. Обалденная такая, видите, даже местами с прожилками баранинка классная. Вот такая вот. Вся почему-то одинаково, прям калиброванные вот эти вот куски. Так и продавалось в упаковочке мясо, мякоть молодого барашка. Я вам же говорил, у нас в Якутии тут не все так просто с этим, никто баранов не выращивает. Вот, и все везется откуда-то, или с Алтая, или с еще откуда-то, я даже не знаю точно. Первый кусочек хлеба. Чуть-чуть солькой посыплю. Вот так вот. Домашний хлеб — это вещь. Так, картошечка уже приобретает такие золотистые очертания. Следующий этап. Мы мяско туда бросаем. Аккуратненько. Нам нужно, чтобы оно сейчас также начало обжариваться и запечатало нам все вот эти все корочки образовались, мяско запечаталось и больше не отдавало сок. Вот. Отлично, отлично, сразу видно, как меняется цвет. Замечательно. Пока там мяско доходит до кондиции, сейчас мы еще немножко... продолжаем есть наш хлеб. Так вот. Да это просто праздник какой-то. Я уже говорил, что это мой личный рецепт, поэтому на данном этапе у нас мы повторяем эту процедуру. Вот. Мясо у нас запечаталось, мы его достаем. Может, кто-то сейчас будет критиковать, кричать там: зачем вы испортите димламу? Это вот такой рецепт. Это у меня все как положено, понимаете? Так, вот мы убираем. Мы добавляем морковь и лук. И все это как следует нужно помешивать, чтобы это все тоже маленечко обжарилось. Я тебя критикую. Что тебе не нравится? Вот скажи, пожалуйста. Что не так?
Что, мясо не такого цвета? Да, но поджаристое должно быть. Вот, видите, вот первый критикант он пошел уже. Да, конечно, вот на этом этапе очень сильно падает температура масла, потому что вот это большое количество этих вот овощей, корнеплодов или что это, оно сразу как бы отнимает температурку. Но мы подкинули огня, и пусть оно немножко еще поджарится. Я сейчас добавлю еще чуть-чуть сольки. Наверное, вот такой вот. И такой вот перчик возьму. Вот так вот. И, короче, сейчас наемся, пока все это. Класс. Это бомба. Кстати, видите, мы в прошлый раз снимали, здесь был просто огород пустой. Ну, потому что был, была весна, май месяц. Теперь, нет, 2 июня, елки-палки, я вспомнил, 2 июня. Теперь картошка, она уже окученная. Так что ждем урожая. Ну, надеюсь, в этом году будет ее знатный урожайчик. Так, ну, в целом, короче говоря, морковочка у нас с луком уже чуть-чуть так припустились. И сейчас такой следующий этап. Мы обязательно должны вот это все аккуратненько, ну так, присолить, приперчить и выкладывать все это, ингредиенты, то, что у нас есть, все слоями. Поэтому начинаем. Хозяева приехали. Раз. Здравствуйте. Мы тут не теряем времени зря, мы работаем. Да, уже вот копать будем через неделю, молодой картофель. Начинаем потихонечку, значит, немного зиры, кориандр. Это будет первый слой так. И, конечно, нужно присолить. Солить нельзя, только в конце. Нет, солим. Кладем сверху слой нашего мяска. Так. Распределяем равномерненько. Вот так вот. Капуста. Что-то вообще какая-то масючка. Ну, пойдет. Пойдет? Мясо тоже чуть-чуть присолим. Берем острые перчики, сюда кладем. Потом полуострые. Так, как-то заблудился в них. Вот. И третий перчик тоже кладем сюда. Так, ну пришло время потихоньку выкладывать наши овощи сюда. Все вот так вот потихоньку будем сюда трамбовать. Зеленые, красные, разные. Все вот так толстым слоем сюда выложим. И у нас начнет потихоньку уже все томиться. Чуть-чуть соль. Уже нормально так кориандр. Ну и зира еще немножко добавим. Сразу, наверное, посолю картофанчик и помидорчик. Тоже это все сюда отправляем. Так, ровненько. Картошечка. Опять сверху приправка. Вот так слегка.
кефира. Будет легкий такой зерный аромат. Заключительным этапом будет, конечно, капустка. Никто не ожидал, но это именно вот Джинламе вот используют капусту. Они привезли вот капустку, ну, правда, такой небольшой вилочек. Я думаю, у нас компания не сильно большая, я думаю, мы справимся. Капустку слегка нужно присолить. Я знаю, что капустка любит соль. Ну, плюс-минус, в общем-то. Я думаю, можно сейчас все это дело прижать специальным блюдом и ждать готовности. Я люблю очень черный перец. Я думаю, не повредит вообще. Он дает определенный другой аромат всему блюду. И не очень остроту, но аромат. Такой вот крышечкой я все это дело накрываю. Сверху родной крышкой. И все это будет томиться у нас минут 40. На вот таком легком огне. Времечко подошло. Дым-лама уже, я думаю, что готово. Шашлычки у нас уже созрели. Только что сняли с мангала. И приступаем к разбору дым-лама. Готовность блюда. Тут потаенная еще дверь, оказывается, да? Да, здесь Да, все так просто. Это не в ту дверь, как Филипп Киркоров, не в ту. Так, сейчас подождите. Фига себе, сколько там вот этого всякого. Так. Ну, посмотрим, что у нас тут. Я думаю, так как можно пробовать вот так. Вот пошли кусочки мяса, перчика, картошечка. Так, морковочка с лучком. Все. Всего по чуть-чуть. Нормально. Снимается? Да. Ага. Я думаю, так вот, допустим, одному человеку этого достаточно такая будет. Так, ну кому? Кто первый? Нет, это нам на двоих накрыть. Нет, это так, ну, как бы тут, не знаю, можно поделить на двоих. Сейчас я буду поменьше. Это спорный вопрос. Зачем им по одной вместе сразу? Сейчас буду Дозировано Дозировано. сейчас. вот так вот снизу. О, вот так вот. Перчик. Обалдеть. Так, перчика можно половинку. Хоть уже лишку. Ах ты, блин. Ладно. Кому-то достанется целый. Не-не-не-не-не. Ленке тесно. Картошечка, помидорчики, капусточка. Ай-яй-яй, мяско. Да, это просто праздник какой-то. Шкварчит. Андрюш, мне вообще чуть-чуть надо. Хорошо. Тебе прям положить целый этот чеснок? И мне чуть-чуть. Мне вот так прям как есть. Сейчас мясо кусочек выловлю вот так вот. Ну подожди, ну хотя бы немножко вот Конечно. перчик, что Овощей. держи. Блин, а ты вот майку одела, а вот здесь ты ничего не одела. Ну, это так. Так, это что у нас такое? Это качанчик. Качанчик мы не будем. Как я мог попробовать? Ты чё? Я же не Сталик
знаменитый. Так, кто там следующий? Так, и шо? Себе накладываем. Все, что ли, уже? А Евгению Ивановичу? Уже есть? Ну, сейчас тогда я капустки еще себе закину. Миска что-то нет. Ну, миска. Сейчас выложим миска. А, и вот эти штучки всякие. Морковочка. Ну, наверное, все. Закрывай. Ну так, на столе все. Зелень, Люди. овощи, фрукты, шампанское, коньяк. А где коньяк? День молодежи. А шампанского всего 2 бутылки, да? Не Чё, хватит, мало что что ли? ли? Поздравляем всех с Днем молодежи. Советской, Ура! советской молодежи. Ну, можно и советской. Советско-российский. Отданные. Ну, вот баранинка вроде. Ой-ой-ой. Это баранина? Это баранинка. Сейчас попробуем. Шикарно. Мне кажется, ты пересолил. На. Это вам кажется. Для меня пересолено. Нет, вкусно. Не, очень вкусно. Картошечка вся. Если б я была не я, и Протомилась. себе что-то не то сказала, как бы. Понятно, а Антон, критики же всегда Какой они. ты Мясо нежнейшее, слушай. Ну давайте. С праздничком. Всех благ Ой, всем. как приятно Оставаться встретиться. такими же молодыми и интересными, какие мы есть. Молодежно. Да, Да. молодые. Тусить по-молодежному. Молодящимися. Ну что, девочки, Ну, шампанское. помолодели? Да. Как яблочек на Мастер 80-го уровня.